Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде прошло заседание Национального общества Красного полумесяца Туркменистана. Состоялось заседание Совета старейшин при Халк Маслахаты Туркменистана. Ашхабад и Ереван обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта и другие новости. В Ашхабаде состоялось заседание Совета старейшин при Халк Маслахаты Туркменистана и Совета старейшин при благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью старейшин по популяризации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь. Опора Родины» среди молодежи. Центральный аппарат Национального общества Красного полумесяца Туркменистана провел информативно-просветительское мероприятие «Принципы патриотизма и гуманизма». На заседании обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества с крупнейшими международными организациями и структурами. Особый акцент был сделан на том, что Туркменистан, как демократическое, правовое и светское государство, выступает с инициативами, нацеленными на решение актуальных проблем глобальной повестки дня, в том числе направленных на утверждение высоких гуманистических идеалов и ценностей. В Ереване состоялась встреча посла Туркменистана с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области спорта в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран. Туркменские авиалинии объявили о скидках на авиабилеты по маршруту Ашхабад-Куала-Лумпур-Ашхабад. Акция распространяется на рейсы с 15 февраля по 30 марта этого года. Первый в Туркменистане электропоезд свяжет город Аркадак и Ашхабад. Добраться из одной точки в другую на нем можно будет всего за 18 минут. Детали проекта обсудили на встрече представители агентства «Туркмендемир Йоллары» и российского холдинга ОАО «РЖД». В рамках встречи стороны также рассмотрели совместные инициативы по развитию железнодорожной инфраструктуры Туркменистана. Исследователи из швейцарской высшей технической школы Цюриха создали сенсор, который работает без батареек и реагирует на звуковые волны. Устройство изготовлено из метаматериала на основе кремния. Исследователи видят множество потенциальных применений для своего изобретения. Сенсор можно использовать для мониторинга землетрясений, или он может обнаружить шипение, вызванное выходом газа, и вызвать тревогу. Сенсор может быть также использован в медицине для улучшения работы слуховых имплантатов. В Египте началась трехлетняя реконструкция пирамиды Менкаура, самой маленькой и поздней из трех пирамид в Гизе. Проект восстановления древнего памятника вызвал волну критики, в том числе среди экспертов. Пирамида Менкаура изначально была облицована гранитом, но со временем часть покрытия осыпалась. Цель реконструкции – восстановить утраченную облицовку и вернуть пирамиде первоначальный вид. Однако многие считают, что это вмешательство в исторический памятник недопустимо. Пользователи в социальных сетях также выразили недовольство реконструкцией. Они сравнивают ее с выпрямлением Пизанской башни или обклеиванием пирамид обоями. Федерация футбола Туркменистана объявила состав национальной команды на турнир Центральноазиатской футбольной ассоциации по футболу среди женских команд, который пройдет со 2 по 12 февраля в Душанбе. В заявку команды для подготовки и участия в чемпионате КАФА-2024 по футзалу вошли 14 игроков. Подготовку к турниру женская сборная Туркменистана осуществила на 12-дневном учебно-тренировочном сборе в Ашхабаде. На турнире КАФА-2024 по футзалу женская сборная Туркменистана сыграет с командами Ирана, Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана. Игры пройдут по круговой системе, победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Кубка Азии 2023 по футболу в Катаре. Последнюю пару сформировали сборные Японии и Ирана. В 1/8 финала японцы со счетом 3-1 обыграли Бахрейн, а иранцы выбили из турнира Сирию в серии после матчевых пенальти. 2 февраля нас ждут матчи Таджикистан и Иордания и Австралия, Республика Корея. А 3 февраля, помимо встречи Ирана и Японии, зрители также увидят противостояние Узбекистана с Катаром. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.